В этом году исполняется 35 лет со дня образования централизованного операционного отделения в Республиканской больнице номер 2. За это время отделение претерпело ряд изменений. С небольшого операционного блока оно выросло в централизованное. О показателях и достижениях врачей-хирургов расскажет Дмитрий Тымыров. Так и планировали. А дренаж где будет стоять? Какой дренаж? Не будешь? Сегодня у нас проводится операция опухоль лицевого скелета с прорастанием в переднюю черепную ямку. Одна из сложнейших и редких операций, которые проводят хирурги Республиканской больницы номер 2. Длится 4 часа. Тут же в другом зале экстренное вмешательство по удалению желчного пузыря. Таких операций 30 в день. Свободный зал у хирургов – это редкость. Планировать, как говорится, экстренные операции мы не можем. Сколько обращается, столько операций и производим. Вот примерно, максимально, я скажу, где-то до 50 операций в сутки. В помощь хирургам передовые технологии в области медицины. Компьютеризация и роботы облегчают труд хирургов и экономят драгоценное время. Если раньше был принцип большой хирург, большой разрез, то сейчас маленький разрез и большая хирургия. Это делается эндоскопически, через меню доступа, с помощью новых технологий, с использованием передовых средств, которые у нас в республике есть. Подавляющая часть персонала – молодые хирурги. Хирургами наш центр обеспечен. Появляется очень много молодых специалистов. За последние годы, если не ошибаюсь, в наше первое, второе хирургическое отделение поступило более 10 человек. В отделении проводят 7 тысяч операций в год, от простого удаления аппендицита до операции головного мозга. Делаются сложные операции в нейрохирургическом отделении. Это сосудистые операции, то есть при разрывах аневризмы. Производятся операции при опухолях головного мозга и спинного мозга. Небольшое операционное отделение, созданное 35 лет назад, выросло в централизованный блок, который оснащен современной техникой. В больнице продолжат улучшать материально-техническую базу. В ближайшее время заменить эндо-, видео- и артроскопические стойки, которые нужны для проведения сложных операций. Главный плюс – уменьшение послеоперационных осложнений, что положительно повлияет на самочувствие пациентов. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск.